новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 40 минут на анализ COVID-19. Мобильный госпиталь Минобороны России, расположенный на территории пансионата Айтар, начал проводить исследование ПЦР-анализов. Мифы и ошибки в лечении ковид побеждает опыт. Круглый стол ведущих ученых и медиков в Абхазском университете. А ночь убийства, со слов обвиняемого, продолжается судебное разбирательство по делу о смерти Анзора Тарба в стенах МВД. Начнем с информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на 23 октября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 409 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 156 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 59 пациентов средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека, 33 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар, в Сухуми находится 28 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 26 пациентов средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека. Утром 23 октября президент Аслан Бжани посетил республиканскую больницу в Сухуми, сообщает АГТРК. Глава государства предупредил медиков о том, что на время пандемии обследование на аппарате компьютерной томографии должно быть бесплатным для всех. Призвал коллег-медиков, наших соотечественников, проживающих за пределами Абхазии, помочь нашим врачам, работающим в больницах Абхазии. В своем обращении министр здравоохранения республики Томас Сахнаки. В обращении министра, в частности, говорится: несмотря на оказываемую России помощь и приезд российских медицинских бригад, Абхазия продолжает испытывать острый дефицит в медицинском персонале. Медицинским учреждениям Абхазии, в первую очередь Гудаутской ЦРБ, перепрофилированный под ковид-госпиталь, и другим больницам, в которых недавно были организованы специализированные ковид-отделения, дополнительно требуются врачи и средний медперсонал. В первую очередь нам нужны реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи. Мы нуждаемся и в других специалистах, медиков, имеющих опыт работы с COVID-19. Как мы все понимаем, успех лечения зависит не только от наличия необходимых препаратов и оборудования. Количество больных растет с каждым днем, а количество врачей и медсестер по отношению к больным сокращается. Министерство здравоохранения республики готово официально обратиться к руководству ваших медицинских учреждений с просьбой командировать вас в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для организации оперативного обмена информацией просим вас направить заявку в свободной форме в адрес Минздрава Республики Абхазия по электронной почте mz@apsny@mail.ru для подготовки официальных обращений в ваши медицинские учреждения. Мы рассчитываем на вашу помощь в это сложное для народа Абхазии время и заранее благодарны за оперативный отклик. Министр Томас Сахнаки. 40 минут на анализ COVID-19. Мобильный госпиталь Минобороны России, расположенный на территории пансионата Айтар, начал проводить исследования ПЦР-анализов на COVID-19 из республиканской бактериологической лаборатории. Это позволит снизить нагрузку на абхазских врачей, а также получать результаты анализов быстрее обычного. Ситуация в полевом госпитале расскажет моя коллега Виола Барганджи. Медики полевого многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого 19 октября в Сухуми, начали ПЦР-исследование анализов на коронавирусную инфекцию, доставляемых из республиканской лаборатории. По словам начальника лабораторно-диагностического отделения Рената Курбанова, получить результаты анализов в этой лаборатории можно быстрее обычного, всего за 40 минут. На сегодняшний день достигнута договоренность с городскими властями в том, что мы снимем нагрузку с городской лаборатории
и будем делать ПЦР-диагностику, проводить ПЦР-диагностику в нашей лаборатории. За сегодняшний день было исследовано 99 образцов. Ежедневно мы готовы принимать до 100 образцов для проведения ПЦР-диагностики. За 3 дня с 20 по 22 число включительно в военный госпиталь поступил 21 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Средний возраст пациентов, как отмечают российские медики, составляет 60 лет и выше. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Мы, как приехали в Абхазию, работаем третьи сутки. Первые сутки поступило 6 пациентов, вторые сутки 4, а сегодня 11. Состояние 20 больных средней степени тяжести. Из 21 лежит в реанимации, тяжелое состояние. Ранее этот военный госпиталь также был развернут в Дагестане для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Сравнивая ситуацию, российский медик отметил, что в Абхазии состояние поступающих пациентов более тяжелое. Если так сравнить, могу сказать, что положение дел одинаковое. Количество больных первые дни, как в Дагестане поступали, в принципе, такое же количество и в Абхазии поступают. По состоянию здоровья могу сказать, что больные, которые поступают с Абхазии, более тяжелые. Попасть в мобильный госпиталь, расположенный на территории пансионата «Айтар», могут пациенты из столичной инфекционной больницы, которым необходима более тщательная терапия, а также по направлению участкового врача, в случае, если состояние пациента, который находится на домашнем лечении, значительно ухудшилось. Этап поступления идет через согласование и скорую помощь, да, при взаимодействии главврача того учреждения, откуда будет госпитализироваться сюда пациент. Если мы говорим о каких конкретно пациентах, да, то есть подтвержденные они или не подтвержденные, среди всех это будут, конечно же, и подтвержденные, состояние которых ухудшается, да, и помимо того, которые еще не подтверждены, но клиническая картина крайне схожая с COVID-19, то есть они подходят под COVID. Клиническую картину, в связи с этим их будут доставлять сюда, они здесь на базе будут уже обследоваться, им будут проводить ПЦР-диагностику, после чего будут получать дальнейшее лечение здесь на территории, соответственно, госпиталя. Мобильный госпиталь принимает пациентов круглосуточно. На первоначальном этапе больной проходит все необходимые обследования. Измерение температуры, снятие ЭКГ, рентгенографию, анализ крови, мочи. И уже после этого российские врачи принимают решение о дальнейшей госпитализации. Виола Барганджа, Абазатова. С 22 октября в Сухумской городской детской поликлинике открыт специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирус. Прием ведут врач и медсестра. За 2 дня с симптомами инфекции в поликлинику обратилось 19 детей. У 2 из них диагноз ковид подтвержден. Новый кабинет в детской поликлинике принимает пациентов с понедельника по пятницу с 9 до 14 часов. Главврач детской поликлиники Ада Абухба рассказала, что дети с подтвержденным заболеванием заходят в поликлинику, исключая возможность заражения других детей. По ее словам, на данный момент на случай острой необходимости в поликлинике есть 20 ПЦР-тестов. О необходимости приема анализов на коронавирус в детской поликлинике на совещании 20 октября сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Он поручил Управлению здравоохранения администрации города оказать содействие в организации сдачи ПЦР-анализов. 1 900 000 рублей выделила московская диаспора Гудаутскому госпиталю в октябре на доплаты медикам. С целью содействия предпринимаемым усилиям со стороны руководства Абхазии для мобилизации всех сил на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, а также в ответ на просьбу Министерства здравоохранения, московская абхазская диаспора в лице его главы Беслана Аграба начала оказывать такую помощь, говорится в информации МАТ. Данная финансовая помощь по просьбе и согласованию с Минздравом Абхазии руководством Гудаутской больницы реализуется с 1 октября и до конца 2020 года в виде денежных доплат для медицинских бригад, сформированных и задействованных в работе Гудаутского ковид-госпиталя. Мы надеемся, что эта помощь будет своевременной и эффективной мерой и даст возможность республике справиться с тяжелой эпидемией, отмечает московская абхазская диаспора.
Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Абхазии, полковник Вадим Мироненко наградил особо отличившихся работников Гудаутского ковидного госпиталя медалями за милосердие и благотворительность, на котором изображено рубиновое сердце, символ огромной и бескорыстной души, сообщает сайт казачества Абхазии. Награждение 32 человек состоялось в госпитале в ограниченном составе из-за соблюдения санитарных правил. Большинство награждаемых несли свою вахту на рабочих местах, с которых невозможно отлучиться даже на 10 минут из-за максимальной загруженности. Свои награды медики получат из рук главного врача Гудаутского госпиталя. Популярные мифы и ошибки при диагностике и лечении коронавируса разобрали ведущие ученые и медики Абхазии в ходе круглого стола в Абхазском государственном университете. Когда сдавать ПЦР-тест? Какие бывают антитела? Почему антибиотики не лечат ковид? Что делать бессимптомным? На эти и многие другие вопросы отвечают декан биолого-географического факультета АГУ Марина Гого, заведующий различными лабораторными институтами экспериментальной патологии и терапии, кандидаты биологических наук Лариса Ахуба, Теона Каланди и Алиса Мату, а также врач-терапевт, член Сухумского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Аэлита Шакая. Есть два основных варианта, как протекает этот вирус, да, то есть он может задевать либо верхние дыхательные пути, а может уже спускаться ниже в легкие. Так вот, спускается ниже в легкие он тоже не у всех. Это где-то около 20% пациентов, у которых есть, скажем так, какой-то бэкграунд, то есть у них есть какие-то сопутствующие заболевания, там, они относятся к группам риска и так далее. Поэтому не нужно всем сразу бежать делать КТ. Оно может ничего не показать, но чуть-чуть, да, понимая, что это обращение в общество тоже, вы просто можете занимать, очередь. Может, это не как-то звучит не так, но говорю как есть, да. И когда тяжелому пациенту нам срочно нужно сделать КТ, и это как бы вопрос жизни и смерти для того, чтобы грамотно ему быстро оказать медицинскую помощь, у нас КТ получается места нет. Поэтому сразу бежать и делать КТ или рентген не нужно. Полимеразная цепная реакция. Основной метод, золотой стандарт. Но здесь имеет значение биоматериал, который мы берем. Если это бронхоалвеолярный лаваш, то мы получаем практически этот биологический материал, он будет иметь практически 100% достоверность. Если это мокроб, то до 90% вероятности. Если это мазок с носа и ротоглотки вкупе, он нам дает до 80% вероятности. Поэтому все мы должны понимать, что применяя даже этот метод, к которому мы относимся как к золотому стандарту, любой пациент может получить ложно-отрицательный результат. Расширенную версию докладов, прозвучавших в ходе круглого стола, смотрите сразу после выпуска новостей. Предположение Роспотребнадзора о том, что школьники активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Таталяна. Ученый подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот. Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса. И, соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот. Не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей, сказал собеседник агентства. Таталян пояснил, что главными входными воротами является рецептор АСЕ2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. То есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых. Пандемия и внутренняя политика. Необходимо прекратить политические спекуляции на тему пандемии, наложить мораторий на политические акции. Об этом говорится в заявлении партии «Единая Абхазия». В документе, в частности, отмечается, Абхазия оказалась вовлечена в мировую пандемию, которая больно ударила и ударит не только по здоровью людей, но и по экономике. Победив вирус, весь мир будет еще долго ощущать его последствия. Президент, Кабинет министров, другие органы государственной власти Республики Абхазия принимают все меры для борьбы с пандемией.
В этот час мы обращаемся к гражданам страны проявить ответственность и благоразумие. И речь не только о соблюдении ограничительных мер. В этот тяжелый час все общество, представители всего политического спектра, как и во время Отечественной войны, народы Абхазии должны сплотиться и помочь нашим героическим врачам преодолеть беду. Речь идет не только о жизни наших граждан, но и о судьбе нашего генофонда. Вместе мы победим. Политсовет партии «Единая Абхазия». Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников ОВД Республики Абхазия подписано 23 октября в Москве. Документ подписали министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар и статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. А ночью убийства, со слов обвиняемого, продолжается судебное разбирательство по делу о смерти Анзора Тарба в стенах МВД. Суд дошел до стадии допроса подсудимых, однако не обошлось без дополнительных ходатайств. Все подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. В начале заседания прокуратура ходатайствовала о повторном допросе депутата Астамура Тарба, обеспечив его явку. Суд удовлетворил ходатайство. Вопросы гособвинения вновь касались эпизода, в котором подсудимые Кулов и Аутлев изъявляли желание встретиться с депутатом как с публичным представителем фамилии Тарба. По словам депутата Астамура Тарба, главным лейтмотивом всего общения между ним и ныне подсудимыми была попытка последних объясниться с фамилией Тарба и показать свою непричастность к убийству задержанного. Как пояснил свидетель Астамур Тарба, подсудимые Аутлев и Кулов не отрицали, что вели допрос Анзора Тарба, и также не отрицали, что применяли к нему физическую силу. Также Астамур Тарба отметил, что, по словам подсудимых, у них был даже протокол допроса. Однако в последующем ему, как депутату, не удалось найти этот документ ни в МВД, ни с помощью Генеральной прокуратуры. По ходатайству гособвинения были также зачитаны показания депутата Тарба предварительному следствию. Основные несовпадения касались только формулировок по части рукоприкладства со стороны подсудимых Аутлева и Кулова к убитому. Если в суде Астамур Тарба, цитируя подсудимых, говорил, что они, цитата, «выписали ему шамар», то предварительному следствию пояснял это как физическое насилие. При этом и до суда, и на суде Астамур Тарба приводил основной мыслью подсудимых ту, что от их увечья Анзор Тарба бы не умер, и когда они от него вышли, он был в сознании. Уже после суд приступил к допросу подсудимых. Первым, согласно представленному обвинению, допрашивать должны были Адгура Аутлева. Подсудимый Аутлев свою вину не признал, а после отказался от дачи показаний, в связи с чем были зачитаны его показания, данные предварительному следствию. Согласно им, в летнее время сотрудники угрозыска Аутлев и Кулов в основном работали в Гагарском и Гудаутском районах из-за увеличения потока туристов, занимались раскрытием преступлений имущественного характера. Однако 10 июля оба, и Аутлев и Кулов, находились в Сухуми. Из показаний Аутлева следует, что звонок от руководителя Бадри Джикерба поступил ему, когда он гулял со своим ребенком в городе. Джикерба указал, чтобы Аутлев и Кулов к 8 часам вечера были на работе. Адгур Аутлев позвонил Виталию Кулову, и они договорились поехать туда вместе. Почему их вызывают, сотрудники не знали. Из показаний Аутлева следует, что по телефону такие детали не обсуждались. К 8 вечера Аутлев и Кулов прибыли в МВД, сообщили Джикерба о своем прибытии. Тот сказал, чтобы находились на рабочем месте и не отлучались. Из показаний Аутлева следует, что обстановка на работе была обычная, движением в коридоре особого значения никто из сотрудников не придавал. Из показаний также следует, что к делу о похищении Мирцхулава конкретно Аутлев и Кулов процессуальное отношение не имели. В тот вечер на работе Аутлев видел только своих коллег из угрозыска Джикерба, Чедия, Дабашьяна и Тапурия. Так как в кабинете Аутлева содержался задержанный Попава, они вдвоем с Куловым находились в кабинете Чедия. К 11 вечера Кулов уснул, а Аутлев изучал сводки. Примерно к полуночи Аутлев услышал шум, панику и суету в коридоре. Были крики «Умирает! Умер!». Чей голос это был, Аутлев опознать не может. Согласно показаниям, услышав крики, Аутлев выглянул из кабинета в коридор и увидел Джикерба и идущего за ним следом Чедия. Аутлев вернулся в кабинет, чтобы разбудить Кулова. В это время за дверью звучали призывы вызвать скорую. Чьим голосом он не помнит. Кто еще был на работе, не знает. Разбудив Кулова, вышел вместе с ним в коридор, но к кабинету 303 до приезда скорой не подходил.
так как их это не касалось, хоть и было понятно, что кому-то плохо. Когда приехали врачи скорой, Аутлев и Кулов вошли в кабинет и увидели на диване труп ранее неизвестного им мужчины. Впоследствии в сети интернет Аутлев увидел снимки погибшего с множественными травмами по всему телу, а сам он, согласно показаниям, к Тарбо не прикасался. По словам Аутлева, в ту ночь Джикербо пытался выяснить обстоятельства смерти гибели Тарбо, но никто ничего не знал. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ. Продолжение репортажа из зала судебного заседания с допросами других подсудимых смотрите в нашем эфире в понедельник. На посту МАП «Адлер» с сотрудниками службы УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с таможенниками изъята крупная партия табачной продукции, сообщает пресс-служба сочинской таможни. Грузовой фургон «Фотон», следовавший из Республики Абхазия под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края, был направлен на осмотр, по результатам которого были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны. Было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией. После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция. Всего из фургона было изъято 2560 блоков сигарет без маркировки и акцизных марок, сообщает пресс-служба сочинской таможни. Верховный суд повторно отменил решение по иску Рауля Лоло к Изиде Чане. Как отмечается на сайте Верховного суда, 23 октября 2020 года Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда под председательством судьи Оксаны Пили определила отменить решение Сухумского городского суда от 5 сентября 2018 года по иску Рауля Лоло к Изиде Чане и направить на новое судебное разбирательство в Сухумский городской суд. Основания отмены будут известны после изготовления мотивировочной части определения в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения. Напомним, решением Сухумского городского суда от 5 сентября 2018 года частично было удовлетворено исковое заявление Рауля Лоло, а именно сведения, изложенные на сайте интернет-ресурса «Эхо Кавказа» в блоге журналиста Изиды Чане. В статье под названием «Абхазов испортил кадровый вопрос» судом было признано несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Рауля Лоло. Ход мероприятий по обеспечению электроэнергии потребителей в осенне-весенний период и на время ремонтно-восстановительных работ в деривационном тоннеле обсудили 22 октября в ходе заседания Совета директоров РУП «Черноморэнерго» с участием вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган. В повестке дня стояло также выполнение постановления Кабинета министров Республики Абхазия о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют и реализации мероприятий инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Как известно, в Москве достигнута договоренность о поставке электроэнергии в республику на время ремонтных работ на Ингургэс. Как отмечалось на совещании, предстоит прием очень больших объемов мощностей, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Линии, по которым пойдет переток, пока не готовы к таким нагрузкам. В связи с этим в Черноморэнерго проводится колоссальная подготовительная работа. Вице-премьер попросила продолжить работу по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Мы должны понимать, какие у нас возможности по каждому отдельному случаю. И только исходя из этого предоставлять гражданам технические условия на подключение. Иначе мы совместными усилиями оставим своих граждан без света. В этой связи необходимо реагировать совместно с представителями Службы государственной безопасности МВД, отметил Озган. В ходе совещания также стало известно, что РУП «Черноморэнерго» направила в Министерство экономики предложение по ужесточению мер административного воздействия и многократному увеличению штрафных санкций за несанкционированное подключение к сетям. Стоимость экспорта цитрусовых из Абхазии в Россию снижена, заявил в интервью «Спутник» министр сельского хозяйства Республики Беслан Джопо. Сразу после поручения президента снизить стоимость экспорта цитрусовых премьер-министр собрал представителей структур, имеющих непосредственное отношение к этому вопросу и находящихся на границе.
Это таможня, пограничники, карантинная служба, ветеринарная служба, госстандарт. На совещании присутствовали представители Минэкономики и Минсельхоза, сказал министр. По словам Джопо, на совещании удалось достичь взаимопонимания по решению задачи, поставленной президентом республики. Война в Нагорном Карабахе и ее освещение в СМИ. Президент Турции Таип Эрдоган заявил 23 октября, что его страна, как и Россия, вправе принимать участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие. До меня не доходило никаких новостей о негативной позиции России по этому поводу, сказал Эрдоган журналистам. По его словам, Минская группа ОБСЕ не добивалась результатов урегулирования карабахского кризиса. Мы продолжаем работать с Российской Федерацией по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и, наконец, решим эту проблему, добавил турецкий лидер. Культура. В эту субботу, 24 октября, гостьей нового выпуска «Квартирника» НТВ у Маргулиса станет оперная певица, исполнительница главных женских партий в известных операх и потрясающе талантливая актриса, народная артистка Российской Федерации Абхазия Хибла Герзмава. В новом выпуске «Квартирника» НТВ у Маргулиса Хибла Герзмава исполнит джазовые и классические композиции, обсудит с Евгением Маргулисом домашние традиции, спектакли, народные песни и оперу. Смотрите новый выпуск «Квартирника» НТВ у Маргулиса в субботу, 24 октября в 00:15 на НТВ и ntv.ru, а также в эфире телеканала Абаза ТВ. На «Квартирнике» на НТВ великая Хибла Герзмава. Мы собрались с Денисом Мацоевым и вдруг стали джазовать где-то. Он говорит: слушай, почему ты не поешь джаз? Все кавказцы джаз произносят джаз. Точно так же, как Аджику, да? В субботу в 0:15 «Квартирник» у Маргулиса на НТВ. А в завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 24 и 25 октября в республике переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15, днем до плюс 25. Температура морской воды до плюс 22. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи и хороших выходных.